Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүн мына саат 8-ден 16 өттү. Биринчи заказга келип күтүп турабыз. Жумушту баштадык. Жумуш кандай болот бүгүн көрөбүз. Көптөн бери видео тарта элекмин. Погнали. 39 минутта келдик. Завершаем. 1464 1467 берекесин берсин. Так, экинчи клиент алып келдик. 8 минутта 1.7 коэффициент менен 356 рубль. Следующий заказ приняли, 1.7 коэффициент 106 рубль. Так, кейингисini 1.1 коэффициент менен алганбыз. Кейинги заказдап келдик 374 рубль. По вину начинаешь брать, сцепление другое, генератор другой. Ты знаешь, если они по вину заказывают, значит, потом все равно менять приходится. Я уже теперь знаю, сначала говорю, снимайте деталь, говорю, потом смотрите, что это. В этом плане. А вы все знаете, да, по запчастям? Ну как знаю, ну, если я езжу в ней, считай, вот 1000 лет. Естественно, я еду в сервис, допустим, да? И вот, ну, то есть я же верю, там, да, ну, тут человек, они же залезают по вину, начинают смотреть. А потом в результате окажется, что у меня сцепление с ушками, а там по вину без ушек. Если не буду, что жить? Ой. минут 1324 28 минутта 347 рублей. По делам еще. Вы знаете, мне 73 года. Да? У меня здравый ум, здравые мысли. И вообще я еще, вот если бы не болезнь, я немножечко, ну, как-то быстро устаю сейчас. Но это пройдет, это время надо. Мне тут еще 1,5 месяца, как я переболела. Хотя я привитая была, поэтому я переболела не так тяжело. Я дома была. Но все равно вот кашляю еще. Но это все ерунда. Главное, жива. Да, главное. У меня и внучка привитая. А сейчас у дочки двойняшки, мальчик и девочка, им по 13,5 лет. Она вот сейчас их прививать будет. И дочка, и зять у меня, и сын привит. Потому что я сама медик. И я работала, и я знаю, я верю в наши вакцины. А что, некоторые говорят, что нельзя брать то, все. По новостям показали, что который не верит в этом, на коммунарку везли, да? Показывали да, там. Да. А этот, который главный в Америке-то, у них был протестант против прививки, он выступал всем. Так он умер от ковида. Умер, да? Да, вот показывали его. И еще не старый. Вот заболел ковидом, а он противник, никаких прививок. Он даже маску не носил. Считал, что это вообще... А я всегда говорю, вот когда операцию делают, даже без ковида, всегда же в маске, для того, чтобы микробы не попали. Да. И защищает эта маска. И что бы ни говорили, я как медик, я столько лет проработала, и на севере работала, и в Камбодже мы с мужем жили, в Азии работали. И здесь я сколько работала. Я знаю, что защищает. Сколько болезней победили. Вот я говорю, вы, конечно, этого не знаете. Я тоже была маленькая девочка, мне было 10 лет. Один художник из Африки завез оспу. Так вот, вы знаете, во взрослую поликлинику очередь стояла, никого не спрашивали. И в детскую отдельно. И делали повторно прививку против оспы. И умерло только 5 человек. А была бы пандемия, я не знаю, вся Москва бы умерла. Потому что это такое заболевание тяжелое, оспа. Тяжело, да, чем пандемия? Да, оспа. Да. Ужас, она смертельная. Ты покрываешься весь вот этими бубонами, ну, такими волдырями, и медленно, причем убираешь быстро.
Но ты весь лежишь, вот сплошной ты, ой, ну это ужас. Это я же изучала, я не видела таких больных, но нам показывали, как в Африке болеют. А он приехал из Африки, художник, и привез. Так вот нас никого не спрашивали. Нас выстроили всех и делали всем прививки. Хотя при рождении вот эти вот палочки делают, делали нам прививки, но нам повторно всем делали. И заболело только 5 человек. Он, его жена, он поехал к любовнице ей подарки привезти. У любовницы был ее брат и кто-то пятый, я не помню, не то врач, который вот был. Только 5 человек умерло. А могло бы быть такое, что, я говорю, не было в Москве. Ну, а сейчас хотят, не хотят, что-то придумывают, какое-то чипирование, кого-то детей у них не будет. Да что за глупости? Это только вот, понимаете, темные люди такое сказать могут. Ну какое чипирование? Чип, это же вот такой вот, как сказать, ну, квадратик. Тебе делают укол, лекарство. Какое чипирование? Где тут чип-то у тебя будет? Да. А умереть запросто. Ну, и вот, ну что, неужели трудно Иркинай сказать? Ну, какие люди все-таки. Ну почему? Почему коверкают? Ведь если меня зовут Наташа, я вам скажу, что я Наташа. Вы же меня Наташа назовете, правильно? Ну да. А почему я вас должна по-другому называть? Не понимаю я этих людей абсолютно. Или они там, ой, ее Гуля зовут. Я говорю, ее не Гуля зовут. Я говорю, почему вы всех девочек зовете Гуля? Ну, Асель, вот ее подружка. Ой, это сестра ее родная здесь со мной в одном доме живет, рядом в подъезде. Уже тоже 3-го ребенка родила здесь. Муж у нее хороший. Ариэль его зовут. Нет, Ариэль, да. Нет, подождите. Ариет? Да. Или Ариэль? Да. Вот как вы сказали? Ариетта? Да, да. Вот. Последний Муж хороший у нее работает, она тоже. И вот ее сестра Асель. А кого-то я спросила, говорю, что-то говорю, а где Асель? Какая Асель? Я говорю, вот рядом в подъезде. Гуля, что ли? Я говорю, да почему Гуля-то? У нее имя, говорю, Асель ее зовут. А они всех зовут девочек Гуля. Ну что это такое вообще? Я говорю, дура ты что ли? Прям так сказала одной. Но я давно ее знаю, поэтому могу ей так сказать. Я говорю, ты дура что ли? Какая Гуль-то? Ой, меня так это возмущает. Я и раньше всегда, как-то вот, когда был Советский Союз, для меня не было никакой, ну, национальности. Мы действительно все были русские. Ну да. Дружили. Боже мой. А сейчас вот это вот начинается. То не нравится, что приехали, что работают. Потом уехали, убирать некому, тоже плохо. Я говорю, вы, говорю, вообще о чем? Люди почему сюда приезжают? Они что, от хорошей жизни? Они что, хотят вот здесь вот жить у нас? Они бы с удовольствием у себя на родине бы жили, если бы там было что-то другое. Да. Поэтому и едут. А те, которые вообще живут в этих хостелах, господи, это ужас какой-то, по 10 человек в одной комнате. Я говорю, это что? Это вы в своих квартирах живете, а ваши сыновья и внуки не хотят идти улицы убирать. Как же все хотят сидеть в офисе с белыми воротничками и получать кучу денег. Я возмущаюсь. Я очень не люблю несправедливость. Никогда не любила ее. И когда вот это начинают, я, правда, всегда очень вежлива. Я никого не оскорбляю. Нет, нас так воспитали. Но я обязательно скажу правду. Потому что это самое главное. Ну да, правда. А потом, всегда понимаете, ведь как правду говорить? Кто-то начинает кричать, ругаться. Он тоже правду говорит, но его правду никто не принимает. А ее, эту правду, принимают за оскорбление. А если ты нормально, уважительно человеку говоришь, это скорее до него дойдет. Я считаю, что так. Или вот я здесь в метро. Туғандар, жұмышты болды қылдық, эфирді аяқтайбыз. Общий сумма 6000 болды оқшайды. Көп тілі шашып істеген жоқпыз.
4000 бул паркта, 2000 ары паркта 6000 иштедик. Урматтуу достор, коллегалар, жердештер, сиздерди жаңы парк Невс такси паркын сунуштайбыз. 2% жана буларда азыр жаңы жылга карата бонусный программасы бар экен. Сиздер каалагандар уланып, ким көп акча иштесе, мисалга бүгүн 15-ден баштап 26-сына чейин коюлду. Ким көп иштесе, ошого 6000 бонус шотуңуздарга которуп берет. Номерди калтырам, жазылып, чалып, байланышып, паркка уланып иштеп көрүңүздөр. Жакса иштейсиздер, жакпаса дальше башка парктарды тандап иштей бересиздер. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө.